свои, как сказать, доводы, правильные доводы, но они же их не озвучивают. Это потеря времени для них, потому что и Габышева, которые заявили, отвод Министерства внутренних дел, и как его второй-то, бывший министр. Позицию, несмотря на то, что даже если вам запрещают. По Конституции вообще согласование даже не требуется. Это власти сами придумывают правила, по которым они сами не живут, а заставляют жить граждан. Григорий Клименко, интернет-издание «Я». Можете представить, какую общественную организацию вы представляете? Меня зовут Василий Фарел. Я организатор общественного движения «Народная воля», неофициального. Вот. И сколько человек планировалось? Нет, мы не планировали конкретное число людей. Это общегражданское мероприятие. То есть любой желающий мог прийти. Я не посылал приглашение там специально кому-либо. А рассылку какую-то делали? По WhatsApp делали рассылку, и некоторые информационные ресурсы делали тоже. Статьи писали о том, что будет пикет. Все-таки ты, может быть, ожидал больше людей, когда инициировал этот пикет? Да, конечно, я ожидал, хотя бы человек 50. Но я понимаю, сегодня холодно, во-первых, минус 20. Во-вторых, очень далеко. К сожалению, люди сегодня сильно запуганы государством. А для кого-то вообще и 50 рублей потратить на проезд это как много, да? И поэтому я людей понимаю, почему они пришли. Мы это место не специально выбрали, нас сюда загнали как-то, да? Нам нигде не дают, там, в центре города, какие площади не дают на проведение публичных мероприятий для выражения протестных настроений, там, допустим, для выражения гражданской позиции в отношении действий там, властей, полиции. Это для них неудобно, поэтому они нас загоняют вот, в окраину города, на периферию, чтобы поменьше народу собиралось. Рэл, вам лично кто-нибудь угрожал сотрудник полиции? Сотрудник полиции кто-нибудь угрожал? Кто-нибудь сотрудник полиции вам угрожал? Вы не имеете права выступать. По Конституции Российской Федерации я имею право выражать свою позицию. Ну, у вас пикетирование же. Ну, я вас предупреждаю. Рэл, вам кто-нибудь конкретный сотрудник полиции когда-нибудь угрожал? Что? Угрожали когда-нибудь сотрудник полиции? Угрожали ли? Или какие-нибудь там препятствия делать? Не было. Ну, конечно, было такое моральное давление, можно сказать. В каком плане? В плане того, что могут закрыть там, и так далее. Грубо разговаривали там, и так далее. Задерживали незаконно, там, в штатском приходили, там, заталкивали в автомобиль без отличительных знаков, документы не показывали. А причина какая была? Причина того, что, наверное, я собирался на гражданскую акцию в поддержку альтернативного кандидата в президенты. А меня вот задержали по выходу из дома, я даже там не был на акции. Я считаю, что это беспредел полный. Так не должно быть, и государство не должно быть полицейским и тоталитарным. Помимо, вот, допустим, политических акций, какие-то у вас есть претензии, допустим, к деятельности полиции? Конечно, есть претензии. В плане чего? Ну, допустим, Россия занимает почти, по-моему, первые места в мире по количеству полицейских на душу населения, да? И по эффективности работы полиции мы занимаем где-то последние места. Ну, сами вы лично, допустим, ваши близкие или там, друзья никогда не сталкивались. Государство тратит огромные средства на полицию, и полиция работает неэффективно. Поэтому зачем нам такое огромное число, допустим, полицейских, тем более, которые попирают права граждан? Как вы думаете, с чем связано